штучки, рассуждалки не по-детски, новости за школьной партой. Все эти передачи выходят в эфир Канашской студии телевидения. А знаете, сколько лет они в эфире? Более 10. Сегодня мы познакомим вас с автором этих передач, талантливой певицей, начинающей актрисой Ренатой Сагдеевой. В эфире программа «Достояние». И я, ее ведущая, Карина Григорьева. Рената, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, сколько тебе было лет, когда ты впервые пришла на телевидение? Привет, Карин. Это было достаточно давно, но я до сих пор помню первый день и первые съемки. Когда я сидела за столом и смотрела в камеру, я ее немножко боялась, и мне оператор говорил, что камера — это мой друг, что я должна смотреть на нее и общаться с камерой. То есть представлять, что я общаюсь с людьми, которые смотрят меня по ту сторону экрана. Для меня было очень волнительно. И первые передачи, можно даже видеть, моя речь была совершенно другой. Как и сейчас, наверное, я волнуюсь, потому что я давно не выходила в эфир. Но со временем я старалась совершенствоваться, и я думаю, у меня получилось. Кто был твоим наставником и как это было? Моим наставником была Лёзина Светлана Ивановна. Она учила меня и помогала мне, рассказывала о том, как лучше вести себя в кадре и как написать сценарий. А как появилась программа «Модные штучки»? Руководитель кружка Светлана Ивановна задала нам домашнее задание – придумать свою передачу. То есть мы должны были придумать название и основной сюжет, тему передачи. Я очень долго думала и хотела придумать что-то интересное и необычное, что понравится жителям города Канаша и деткам. Мне хотелось придумать что-то такое, чтобы очень понравилось мне. То есть, если бы я была зрителем, то я смотрела бы эту передачу. Я придумала передачу «Модные штучки». Новости за школьной партой. Как создавалась эта передача? Новости за школьной партой – это третья передача по счету. Мне казалось, что я уже выросла из передачи «Модные штучки» и рассуждалки не по-детски, и мне захотелось создать что-то такое, такую платформу, где я бы смогла общаться со своими сверстниками, где я бы смогла рассказывать о их жизни, о мероприятиях, которые прошли у нас в городе, именно детские мероприятия. Все твои передачи живут до сих пор. Тебя это радует? Конечно, я этому рада. Мне очень приятно осознавать, что мое творчество живет до сих пор. Я смотрю все эти передачи, и я горжусь тем, что они процветают и движутся только вперед. Хранятся ли у тебя видео своих передач? Да, конечно, я храню каждую свою передачу, и я очень люблю ностальгировать и просматривать их. Мы просматриваем их всей моей большой дружной семьей. Также у меня есть не только видеозаписи, но и у меня есть альбом с фотографиями, который я тоже очень люблю просматривать. Здесь фотографии с процесса именно съемок моих передач. Это программа «Рассуждалки не по-детски». Расскажи о передаче «Рассуждалки не по-детски». Я знаю, ты совмещала несколько передач, еще посещала музыкальную школу, кружки. Как тебе это удавалось? Я считаю передачу «Рассуждалки не по-детски» очень веселой и познавательной. Идея этой передачи заключалась вот в чем. Я задавала детям умные, сложные вопросы и слушала, как они рассуждают над этим вопросом. Для каждой передачи я придумывала определенную тематику. Съемки передачи «Рассуждалки не по-детски» проходили в детских садах. Кстати, недавно я заметила у Ивана Урганта похожую рубрику в передаче. Но у меня она появилась впервые. А ко второй части твоего вопроса, я очень обожаю бешеный ритм жизни. Мне очень нравится, что мои дни наполнены такими яркими событиями. Мне очень нравится пробовать себя в чем-то новом, поэтому я старалась посетить все кружки, которые, наверное, были у нас в Канаше, кроме бокса. В этом я очень благодарна моим родителям, ведь они помогали и поддерживали меня. Рената, скажи, чем ты сейчас занимаешься? На данный момент я заканчиваю Чувашское республиканское училище культуры. Также я очень плодотворно работаю над достижением своей главной мечты. В будущем хотела бы связать жизнь с телевидением, с журналистикой? Да, я хочу связать свою дальнейшую жизнь
с телевидением и журналистикой, ведь это моя детская мечта. Я хочу достигать новых высот в телевидении. Твои родители всегда поддерживают тебя в начинаниях. Я знаю, у тебя с ними есть совместные проекты. Расскажи о них. Я очень люблю своих родителей и благодарю их именно за то, что они меня поддерживают и помогают мне. Да, у нас есть с ними совместные проекты. Как я говорила, я ставлю перед собой грандиозные планы и мечты, в которых мне помогают мои родители. Наверное, всю основную суть нашего проекта мне бы не хотелось рассказывать, но я скажу так. Я мечтаю открыть свой театр. Рената, какие у тебя планы на ближайшее будущее? Сейчас я заканчиваю учебу, и, наверное, самые ближайшие мои планы – это получить красный диплом. Конечно, я уже сейчас задумываюсь над поступлением и куда я буду поступать, и потихоньку, маленькими шажками иду к своей мечте. Что пожелаешь нынешним ведущим твоих авторских передач? Наверное, самое мое главное пожелание – это никогда не опускать руки и идти вперед, верить в себя и достигать своей мечты. Также в этом виде деятельности можно столкнуться с критикой. И я по себе знаю, что очень тяжело на нее реагировать. Благодаря моим родителям я старалась и меняла свое отношение к критике. Ведь именно благодаря критике, мне кажется, человек может расти и развиваться. Спасибо, Рената, за интересную беседу. Успехов тебе! Спасибо тебе, Карина, что ты пришла ко мне. Я очень рада нашей сегодняшней встрече. Также мне бы хотелось сказать огромное спасибо ведущим моих авторских передач. Ведь это такое счастье видеть, что мои передачи живут и процветают. Конечно же, я бы хотела передать спасибо директору Канашской студии телевидения Владимиру Александровичу, ну и главному редактору Олесе Львовне. Ну и, наверное, самое большое спасибо я бы хотела сказать моему любимому зрителю. С вами была я, Рената. До новых встреч. Пока-пока. Вот так маленькая звездочка выросла, но свою мечту быть на сцене не оставила. Пожелаем Ренате дальнейших творческих успехов. Пусть каждая поставленная цель непременно достигается. А мы продолжим вас знакомить с именитыми людьми нашего города. А я с вами не прощаюсь, а всего лишь говорю: до новых встреч!